жайыт. Багбанга бак, дыйканга дан, элге нан керек. Айыл чарба тармагына багыт берген Чарбачыл уктуруусу Марал радиосунда. Кушвак кечиңиздер менен Марал радиосунун угармандары жана көрөрмандары, назарыңыздарда Чарбачыл берүүсү, кызматыңыздарда мен Бермет Турсалиева. Бүгүн биздин берүүбүздүн темасы Кыргызстандагы дыйкандар үчүн эң орчундуу маселелердин бири өсүмдүктөрдү кандай жол менен жана кантип коргосок болот, коргой алабызбы өзүбүздүн күчүбүз менен деген теманы ачып берели дедик. Ошол теманы ачып берүүгө атайын биздин студияга кадырлуу конокторубузду чакырдык. Бүгүнкү эфир, мен силерге учурашууну кыргызча тилде жасадым, бирок бүгүнкү эфирибиз биринчи жолу Чарбачыл берүүсүнүн тарыхында орус тилинде болот. Негизи эмне үчүн биз орус тилинде дагы берип турайлы деп чечтик, анткени бизде орусча сүйлөгөн, орусча түшүнгөн, орусча иштеген адамдар, дыйкандар да көп экен. Ошол эле учурда адистер дагы орус тилинде кыргызча баарлашат, бирок айтып бере албайбыз деп уялышат да. Анан орусча баарлашканга дагы көнгөн адамдар бар. Ошол себептен утуру менен орус тилинде дагы берүүлөрдү алып барайлы деп чечтик. Итак, дорогие друзья, мы приветствуем вас в студии Радио Марал на передаче Чарбачыл, в студии я, Бермет Турсалиева. И сегодня мы хотим раскрыть для вас тему, не то чтобы раскрыть, мы об этом говорим довольно часто в рамках нашей передачи. Сегодня хотим еще раз затронуть тему защиты растений. Можем ли мы сами защищать свои растения, которые выращиваем на своих огородах, на своих полях? Если это возможно, то каким образом? Если это невозможно, да, все своими силами, то к кому мы можем обратиться в этом случае? И сегодня мы пригласили в нашу передачу представителей компании «Байдыйкан». Это компания, которая занимается поддержкой фермеров, и у них широкая сельскохозяйственная программа. И у нас сегодня в гостях Галина Анатольевна, большой специалист по защите растений, и Алмаз Байке, я прошу прощения, Алмаз Байке, фермер из Сокулукского района, он занимается выращиванием кукурузы и ячменя, кормовых культур. Итак, дорогие гости, добро пожаловать. Алмаз Байке, вам будет удобно, да, говорить на русском языке? Да. Угу. Знаете, Галина Анатольевна, почему вас пригласили? Дело в том, что сегодня мало того, что у кыргызского фермера есть старые болячки, появляются каждый день новые. Это непонятно какие-то вредители, непонятно какие-то заболевания у растений, да? Сегодня довольно часто уже мы слышим, что на многих кормовых культурах появляются какие-то доселе неизвестные им заболевания. И давайте мы сегодня поговорим о том, вообще, что происходит сегодня у нас в защите растений в Кыргызстане. Каким образом поставлена работа? Еще раз здравствуйте. Да, это Шиева Галина Анатольевна. Я специалист, ученый-агроном по защите растений. В общем, это моя специальность. Можно сказать, я врач, я лечу растения. Но я заканчивала Украинскую сельскохозяйственную академию, факультет защиты растений. У меня очень большой опыт. Я работала в Минсельхозе. Именно занималась определением вредителей и болезней, ставили диагностику, выписывали рецепты. И потом уже работала руководителем крупной компании, директором по Киргизии. И вот уже 2 года работаю в компании «Байдыйкан». Действительно, компания «Байдыйкан» оказывает поддержку фермерам. И, вы знаете, очень много фермеров обращаются за консультациями, потому что действительно в настоящее время у фермеров нет знаний. Допустим, вчера еще он был учитель, врач, инженер, и сейчас вот какой-то период времени решил стать фермером. И у него возникает много проблем. Ведь растение – это живой организм. С того момента, когда зернышко попало в землю, оно попадает в стрессовые ситуации, там перепады температур, на него нападают разные вредители, которые не прочь полакомиться с ним, потом возникают разные болезни. И поэтому действительно возникают такие проблемы. Наша компания старается помочь фермеру. Но ситуация в стране, в нашей республике немножко, скажем, сейчас сложная из-за того, не то, что сложно, немножко тяжеловато фермеру, потому что у нас очень много фермерских хозяйств, очень много маленьких наделов.
разные культуры, и у фермера маловато знаний в области защиты растений. Может быть, ему просто некогда изучить, от чего зависит, как можно вырастить здоровый урожай. Зачастую фермеры обращаются уже тогда к нам, когда очень часто уже запущенная ситуация. Им просто, может быть, он думает, что все это на самом деле очень просто. Но существует огромное количество заболеваний, огромное количество вредителей и сорных растений. И вот моя специальность, вот я ученый-агроном по защите, я должна определить, чем болеет, как болеет, и выписать рекомендации. Я просто принесла сегодня с собой книгу. Я просто хочу, чтобы... Смотрите, эта книга, это только по болезням томатов. Это только томаты. Ведь огромная книга, огромная энциклопедия, поэтому у каждой культуры есть огромное количество болезней. Вот такая ситуация. Галина Анатольевна, в Кыргызстане какие такие распространенные заболевания, допустим, ну, скажем, у популярных овощных культур? Ну, допустим, видите, можно сказать, овощные культуры, да, это есть там определенные... видите, сложно сказать полностью овощные. Допустим, томаты, это есть такие сложные заболевания, как фитофтороз томатов, это поздняя гниль, там фузариоз томатов. Допустим, огурцы, у них другой спектр заболеваний, они болеют другими заболеваниями немножко. У огурцов есть такое опасное заболевание, которое называется переноспороз или ложно-мучнистая роса. Как мы, специалисты, знаем, как только наступает прохладная погода, перепад температур, значит, жди этого заболевания. И вы знаете, эта болезнь может поразить огурцы, и урожай фермер может полностью потерять в течение 2 дней. Они просто все высохнут. И вот сейчас, допустим, тоже вот многие фермеры обращаются, когда идет сбор урожая, проявляются многие болезни на огурцах. Но самое главное сейчас то, что уже во время сбора урожая, к сожалению, нельзя проводить обработки, потому что все обработки необходимо прекратить хотя бы за 2 недели до уборки урожая. Да, существуют вот такие на овощных. Ну, на картофеле тоже очень опасное заболевание, фитофтороз. Сейчас многие фермеры обращаются, мы ездим в поля, смотрим. Да, иногда вот только появились первые пятна, и фермер надеется вылечить. Но, знаете, еще одна опасность заболеваний многих – то, что вот больное растение, которое просто высохло, ну, фермер думает, высохло и ладно, но оно является источником инфекции. То есть его надо уничтожить? Его надо удалять с поля и сжигать, потому что это очень опасно. Там с поливной водой эти споры, бактерии разносятся, передаются на здоровые растения с почвой по сосудистой системе. Растения переносятся к больным. Да, вот. Галина Анатольевна, я прошу прощения, у нас есть звоночек. Саламатсыздарбы? Добрый день. Саламатчылык эге, кандайсыздар эжеке? Жакшы, рахмат. Мен мына ушу томат жөнүндө сүйлөп атасыздар го, азыр мен телевидениени көрүп атам да бу жердечи. Томат жөнүндө? Мына спрос болуп атат го. Анан мен мына кытайлар бизде 2-3 жылдан бери мына элде кытайлар бар. Биздин заводду иштетип атат азыр. Именно жок кытайлар томатный завод ачканда, томатный завод өзү негизи кыргыздыкы. Булар ачып алып азыр 20-25 гектарга чейин ошол жерде иштетип жүрдү да негизи. Кайсы жерде беке? Кайсы аймакта? Ивановка, Чуйский область, Ивановка станция айылында. Угатам, сурооңуз? 3 жыл болуп кетти да ошол. Оны мен өзүм мындай ошондо барып иштеп көрдүм. Бул дарыны көп жеп өткөн да. Адам өзү кийим менен киргенде эле баягы кийимиң бар го, тапкара болуп калат да, кандай кетпейт экен. Ошого мына алардын эмеси кандай ойлору бар экен, мындай томатный заводко берип атат да ошолор. Оптум эле камазга жүктөп эле алып кетип атат. Картофалар кандай болбосун ошол ойдон эле эметип атат. Чоң рахмат, беке, сурооңузду түшүндүм. Атыңыз ким? Атым Кеңешбек. Кеңешбек беке, чоң рахмат, азыр жооп беребиз. Чоң рахмат. Галина Анатольевна, к нам поступил такой вопрос в студию. Позвонил фермер по имени Кеңешбек с села Ивановка. Оказывается, там на полях где-то 25 гектаров земли работают
китайцы, они выращивают томаты под томатную пасту уже для завода. И Кенишбек, оказывается, на этих полях тоже проработал как фермер и был свидетелем того, что они применяют очень много, чересчур много разных химических препаратов, ну, скажем, химии, да, грубо говоря. И он говорит, что эта химия, если она, говорит, куда-то капнет на одежду, то она даже не отстирывается. Вот как вы смотрите на то, на чрезмерное, да, применение, скажем так, химикатов в сельском хозяйстве? Да, я с вами согласна. Вы знаете, сейчас есть такое понятие, как интегрированная система защиты растений, когда мы совмещаем агротехнические, биологические и химические методы защиты растений, которые способствуют снижению пестицидной нагрузки. Поэтому, естественно, что химические методы применяются уже в крайние сроки, когда уже невозможно ничего сделать. Что касается китайских предпринимателей, они привозят зачастую продукцию, которая даже в упаковках на своем родном языке. Поэтому определить, что там действующее вещество или что они применяют, мы, конечно, не можем. И я согласна, что это большая пестицидная нагрузка. Вы знаете, в свое время, лет 10 назад, появился на рынке Киргизии такой препарат, он назывался Маспилан. Я помню, мы его привозили, это японский производитель, Nissan Soda. И вот получается, смотрите, в то время мы применяли его 25 грамм на гектар, и он работал идеально, колорадского жука не было. И сейчас я столкнулась с тем, что фермеры применяют почти, да даже у меня иногда, вы знаете, просто не то сказать, волосы становятся дыбом, по 300, 400 и даже иногда до килограмма. Это представьте себе, какая пестицидная нагрузка на почву. Так применяют много? Потому что в свое время, видите, у нас, может быть, был довольно слабый контроль. Вот, допустим, вы приходите на рынок, и там стоит продавец, там бабушка, там тетенька, и мужчина какой-то, который просто продает разные пузыречки, пачечки. И та упаковка вообще, которая была 100-граммовая, нам хватало, допустим, на 4 гектара, он продает вам эту упаковочку, которая там написано, что-то, может, 2 слова на русском, пусть будет там 20 грамм. И он говорит, упаковку на ведро воды. Представьте себе то, что эту упаковку на гектар, они ее там рекомендуют на ведро воды, на 10 литров воды. Это бабушка на базаре, да? И получается, и мы, даже не бабушка виновата, да, виновата, может быть, что у нас нет такого контроля. По идее, контроль за применением средств защиты растений должен быть, наверное, каких-то государственных органов. Это понятно, да. Конечно. Да, и фермер применяет, получается, этот препарат. И не бабушка даже виновата, просто даже любой... Сейчас очень много разных магазинов, и зачастую там работают не специалисты. Они работают продавцы, которым надо продать. У них, может быть, и нет знаний. А фермер обработал, получил хороший эффект. Галина, я прошу прощения, еще на звоночек. Поэтому что китайцы применяют, мы не знаем. Это надо посмотреть. Саламатсыз бы уготовыз? Эжеке мен дагы мына орус языкөзүм суроо берип жооп кайтарып атат го. Мен ушулардан бир суроо берейин эле. Мунун бүт бардыгын ким карайт? Если эч кимдин эмеси ал жерде мына государство деп атат, ГОСТон гранта жардам бере турган адам барбы ушуларга? Буларга эме бар бекен мындай? Мындай элди эме кылып өлтүрүп атат да, мисалычы. Туура Кенишбек байке, сурооңуз эң туура, эң орчундуу суроо, туура. А мен сурооңузду түшүндүм. Адамдын эмеси ошону бүт текшерген томатный заводдорго барып текшерип көрбөйт да ошолорду. Эң туура. Барбы ушуну жегенге? Жакшы Кенишбек байке. Биз негизи азыр сизге азыр эфирден жооп беребиз. Биз менен болуп туруңуз, чоң рахмат. Галина Анатольевна, обратно звонит тот же самый фермер, Кенишбек. У него вопрос был такой. Вообще применяют обильно эти химикаты. Есть ли кто должен контролировать? Может ли кто-то это контролировать? Потому что, без разницы, это китайцы или это киргизы. Понятно, да. Без разницы. Много препаратов. Не говорю, что Китай. Просто иногда, которые привозят из Китая, может быть, просто без перевода иероглифы. Да, кто должен это контролировать и как это можно контролировать, как это донести до контролирующих органов? Вот вопрос Кенишбека. Я думаю, что должны контролировать какие-то государственные органы. Допустим, Департамент химизации и защиты растений. По идее, в законе о химизации сказано, что фермер
должен проводить обработки в присутствии представителя департамента химизации. Но у них тоже сейчас мало специалистов. Вот это единственный орган. Потом все это заводится через таможню и... Ну, значит, тогда на местном уровне Да. этому Кенешбеку необходимо обратиться в на районное... станцию, районное отделение по защите растений. Кенешбек мырза, Кенешбек бәке, сиз биринчиден ушул Ивановка айлык мөтө Ысыгата карайт, Ысыгата районунун станция защиты растений. Станция защиты в районное отделение, да, или областное. Районное отделение станция защиты растений деген мекемеге барып, булар деген Айыл чарба министрлигине караган мекемелер, ошол жака барып кайрылып, ошол маселени көтөрсөңүз болот, алар барып ошол жакты текшерүүгө тийиштүү. Окей? Галина Анатольевна, тогда мы переходим к нашему следующему вопросу. Мы сейчас как раз говорили о том, что вот как раз очень хороший вопрос нам задал наш радиослушатель Кенешбек. Он затронул наш самый больной вопрос – чрезмерное применение химикатов. Да? Когда фермеры, у нас такое появилось выражение «каждый суслик агроном». Да? Когда каждый пытается быть таким сведущим, да? И ну, в конце концов это оказывается пагубным для нашей почвы. Насколько я знаю, Байдыхан, у вас есть сбалансированная программа. Да? Из чего она состоит? Как можно ухаживать за растением? У меня вопрос был в этом, рассказать, в чем секрет ухода за растением, защиты растения с таким прицелом, чтобы затем не было вредно ни почве, ни человеку, который будет это растение потреблять. Да, действительно, компания Байдыкан, мы стараемся как-то подходить более сбалансированно к защите растений, к питанию растений. Кроме химических защит растений, мы предлагаем также органические продукты. Допустим, у нас есть свое производство, и мы предлагаем органические продукты. Это Унимакс, это гуминовые кислоты, и которые позволяют значительно снизить применение минеральных удобрений. Вот. Что касается, как мы можем снизить? Конечно, когда вот нам звонят часто фермеры. В первую очередь, естественно, если фермер еще не опоздал, мы предлагаем биологические меры борьбы. Допустим, вот сейчас очень большая проблема – это луговой мотылек или позимые совки подгрызающие. И эту проблему можно решить с помощью биометода. Если фермер обратился вовремя, мы рекомендуем, пожалуйста, есть такой трихограмма, паразит, или габрабракан. Это те паразиты, которые откладывают яйца во вредных насекомых, и тем не менее они сокращают значительно численность. И тогда уже, возможно, если фермер обратился вовремя, получил хороший эффект от биологического метода, и, естественно, уже в данном случае у него отпадает необходимость применения химических средств защиты растений. И потом, знаете, конечно, может быть, иногда фермер сам интуитивно пытается повысить дозировки. Вот мы рекомендуем, допустим, препарат. Аппетит появляется, да? Появляется аппетит, литр на гектар. Он работает прекрасно. Я просто говорю, экономически это нецелесообразно. И с точки зрения, что пестицидной нагрузки, но он думает, дам-ка я 2 литра, не помешает. Лишней не будет. И все это приводит к тому, что каждый раз нам приходится, каждый год, год за годом приходится повышать дозировки. И появляются устойчивые расы сорняков, появляются устойчивые расы вредителей. И мы сами приводим к тому, что повышаем пестицидную нагрузку, и мы тут же засоряем свою почву. Ведь все эти пестициды, они практически очень сложно выводятся из почвы. Конечно. Они разносятся, допустим, если вы применили в этом поле, потом грунтовыми водами они разносятся дальше. Помните, раньше был такой препарат ДДТ, это ДУСТ. Так норма расхода его была 100 килограмм на гектар. 100 килограмм, и до сих пор его находят в жировых отложениях, и в человеческих жировых тканях, животные, и в почве остаточные явления. Поэтому, конечно, мы сами, я считаю, наши сами фермеры, и мы сами должны думать, потому что, если, может быть, мы сами должны заботиться о себе. Да. Галина Анатольевна, значит, получается, фермер должен работать организованно. Да. Не так, что как вот...
Вот надо, да, вот сейчас появилась какая-то букашка, надо там что-то прыснуть, да? Да. Значит, я так считаю, должен быть какой-то свой дневник, возможно, календарь, который будет на стене висеть, да? Да, я с вами согласна. Да, и там прям, наверное, нормы, да, нормы внесения в почву того или иного препарата, не больше, да? Да, нормы внесения, там, очень зависит от того, в какой срок он вносит. Ведь иногда фермер, вот он, вы знаете, я просто иногда им удивляюсь. Я спрашиваю, вот он говорит, вы знаете, я вчера, обработал там 3 дня назад, у меня нет эффекта. Я спрашиваю, чем вы работали? Он говорит, я не знаю, какой-то порошок белого цвета. И вроде фермер, у него там не 2 сотки, там, 3-4 гектара. И я тоже им говорю, вам надо завести дневник, все уже, прошли те времена. Надо все цивилизованно, все контролировать, все записывать, нормы расхода. И все это должно быть уже на таком Я уровне. прошу прощения, у нас еще один телефонный звонок. Саламатсыздар бу, Отаус. Добрый день. Эжеке мен дагы айтайын дегеним мына айыл өкмөтүгө кайрылып жатасыңар. Айыл өкмөтү биздин айыл өкмөтү башы иштебейт да ал жагынан. Анан мен жиним келген азыр мен ана жерде ошолорду текшерген адам бар бекен. Бирөө айыл өкмөтүнөн барып Ооба, Кийишбек байке, биз силерди түшүндүк, биз силердин сурооңорго жооп бердик. Бул нерсени азыр бул жерге келген биздин коноктор чечпейт, бирок сиз аябай жакшы суроо берип атасыз. Мен сизге эфирдин аягынан кийин байланышайын ушул номерге, экөөбүз кененирээк сүйлөшөбүз, Чоң рахмат. Звонит все еще тот же Кенишбек, фермер из Ивановки. Его очень волнует вопрос того, что местные власти не работают. Они к ним обращались, но местные власти не реагируют. Они не ходят, не проверяют поля, не контролируют нормы внесения. Да? Это для вас, конечно, знакомая картина, для меня это тоже знакомая картина. Мы об этом поговорим немножко чуть попозже в другой передаче. Сегодня к чему хотелось бы привлечь внимание, да, что, дорогие радиослушатели, дорогие наши фермеры, если мы хотим работать качественно, да, получать качественный продукт, не наносить большого вреда почве сегодня, чтобы завтра нам с ней было работать легче и, скажем так, экономнее, то сегодня нам необходимо работать более организованно. Это ведение журнала учета, это прям вот вести прям настоящий календарь работ. Да? Это не только в офисах надо так работать, на полях надо так работать. Вот насколько я знаю, Байдыхан именно так и работает. Вот к этой новой практике, работе на полях, работе в сельском хозяйстве Байдыхан именно вот сейчас и обучает. Да? Алмаз Мурза, добрый день еще раз. Мы тут немножко заговорились. Тема очень актуальная, очень больная такая сегодня. Да? Вы выращиваете кормовые культуры, да? Да. Скажите, пожалуйста, с какими проблемами вы сталкиваетесь, когда выращиваете свои культуры именно по защите, по вопросам защиты? Я бы хотел сказать, что вот Байдыхан сейчас очень близко к нам подъехал. Как бы они находятся сейчас в совхозе Фрунзе вдоль объездной трассы. Раньше мы выезжали в город, искали селитры, амофосы, вот оттуда Соколука, Скоробалты возили. Они нам прекрасные условия создали, прям склады там стоят, все химии, все условия, все семена, агрономы. Вот только что же разговаривали насчет грамотности фермера. Спасибо Байдыхану, там агроном, Галина Анатольевна, сколько она нам помогает, это просто уму непостижимо. Сталкивались, какие раньше мы как бы где-то что-то услышали, сделали. Да, и вот так делали, все. Да. Сколько там, эти дозировки, мы вообще как бы работали в темную. У нас сейчас каждый год зимой Байдыхан собирает семинары, проводит и обучает. У нас сейчас у каждого журнал. Каждый год, что мы вносим по кукурузе, что мы по ячменю. Все как бы у нас упорядочивается. Спасибо дирекции Байдыхана, что они организовали нам все условия, просто помощь фермеру, да? Помощь огромная идет. А с какими вы проблемами сталкиваетесь? Проблемы у нас, например, по кукурузе в этом году и в том году, нет, у меня в этом году посеял, все, дожди начались, и кукуруза у меня сантиметров 15 выросла, все, не растет, мы приехали, и у нас у всех фиолетово-розовые кукурузы стали.
что это такое, не поймем. Потом все собрались, давайте Галине Анатольевне звонить. Галине Анатольевне позвонили, она нам всю дорогу показала, мы обработали и быстренько опять все восстановились. Вот в этом году такие А были. ведь у других фермеров нету Галины Анатольевны, Да, да? вот, И вот что они, интересно, делают, да? Они делают понаслышке, все так сказал, и потом вот так все время, там же время, Да. если время пройдет, все, он 10 дней, 15-20 дней, все, он остался. Потом его вылечили как-то, кто-то правильно его подсказал, потом он отстает в росте, все, и урожайность обязательно занижается, да? А туда огромные деньги влаживаем. Вот так у нас... А вот у вас в этом году просто к нам на передачу поступает много звонков по поводу заболевания ячменя, семена, которые были получены, да, вот в рамках кредитных программ от Альбанка. Вот, вы с этим столкнулись? Да, столкнулись. Вот я лично тоже купил российские семена, посеял. И вот там головня, вот пшеница, ячмень такой стоит, а головня вот его даже 2 раза больше. Его не видать там почти. Ну, урожай, да, семена качественные, просто они не должны были доработать все. Ну, когда оттуда получали, надо было доработать. Кто этим занимался, плохо занимались. И сколько фермеров, все, у нас поля все в этом году загрязнены. Теперь вот эта головня, когда отойдет, теперь она же осыпалась. И у нас еще вторая проблема теперь возникла. Да, урожай по 30, по 40 центнеров взяли, но в дальнейшем теперь бороться надо теперь с головней. Как бороться с головней? Как вы у нас Галина Анатольевна есть, будем обращаться. Там есть у нас Турус, тоже агроном хороший. Он во всех этих, мы сейчас только, вот, например, если я живу в Студенческой, у нас Айлокматы Фрунзенская как раз по объездному стоит. И их офис там стоит. У нас каждую неделю 2 раза приезжают и нашими вопросами они занимаются. Мы обращаемся, что у нас вот так, вот так. А если экстренно, мы уже напрямик звоним. Так что у нас чуть... Значит, это очень удобно, да? Очень удобно. Вот как раз сегодня это был «Голос народа». Я хотела бы сказать, что это «Голос народа». Позвонил нам Кенешбек, фермер из Ивановки, и он буквально не знает, куда обратиться, да? Он не знает, что за химикаты вносятся в почву, да, и как на это реагировать, да, к кому идти. Галина Анатольевна, что нам делать с головней? Дальше. Знаете, как нам дальше с этим жить? Как нам дальше? Смотрите, проблема какая? Естественно, головня появляется там, где, возможно, было, может быть, не знаю, зерно было протравлено. Но в данном случае сейчас мер борьбы с головней нет. Единственный способ борьбы с головней – это посев хорошо протравленного зерна. Сейчас появилась головня. И даже если вот головня это осыпаются споры, то само зерно – это системное заболевание. Оно поражено внутри уже головней. И если фермер посадит это зерно, используя, ну, так скажем, может быть, не очень качественный протравитель, то он, естественно, получит уже больные всходы и продолжаться будет головня. Потому что головня, в основной способ, это заносится с семенами. И также вот в этом поле, где выращивалась головня, споры ее зимуют на растительных остатках. Поэтому это уже будет, конечно, немножко проблемно. Как нам быть теперь? Нам теперь нужно семена лечить, зерна, еще плюс почву пролечить надо, да? Во-первых, смотрите, конечно, один из главных способов – это протравливание зерна. Собрали урожай, и перед посевом существуют определенные протравители хорошего качества, я думаю, не дешевые там какие-то, а хорошие протравители, и протравить зерно перед посевом. Это будет какой-то гарантией. И, естественно, после уборки зерна провести тщательную, убрать все с поля, все остатки послесодовые, чтобы как-нибудь уже, чтобы инфекция не зимовала в поле. Но единственный, конечно, если есть возможность севооборота, посадить те культуры, которые не поражаются головней. Видите, Кыргызстан у нас не такое большое государство, если у фермера там есть 50 гектар зерновых, вот ему надо найти еще 50 гектаров, где посеять зерновые. У вас есть, Алмаз Мырза, возможность севооборота? Да, есть возможность. Да. Мы потихонечку переходим, все равно будем заниматься, обязательно будем заниматься. То есть севооборот – это один из агротехнологий? Да, обязательно. Да, это обязательность. Посадить те культуры, которые не поражаются головней, потому что головня – это узкоспециализированный паразит, который поражает в основном зерновые.
Значит, мы берем этот ячмень, мы его протравливаем, Да. зимой храним хорошо, а весной высаживаем в другом месте, Да. а на этом месте высаживаем Это Допустим, клевер, или допустим. картофель, Или или картофель, чтобы или там что-то вот другие не культуры дать ему технические. жить. Окей, Да, понятно. Чтобы Да. споры погибли со временем Да. в почве, и просто им не будет зерновых, чтобы они могли внедриться и поразить. Алмазбеке, как работают большинство фермеров нашей страны? Ну, большинство у нас работает, конечно, вот у нас Байдыхан есть, вот у них где нету, да. Вот как мы раньше вот химию, сейчас вот, например, когда мы химию даем, обязательно качественные. Байдыхане все качественное, просто душа радуется, вот большую помощь. А вот, например, я вот недавно ездил в верхнюю зону, вот Аламединскую, там они по старинке, как раньше же, все понаслышке, это вот. Понаслышке идут на базар, Всё, в первую на базар. ветаптеку, да? Все, в потом первую они берут, агрохимию. обрабатывают. Ой, что-то не получилось, поехали второй, опять. И вот так химия идет 3-4 раза. Они пока не убьют его, будут вот так идти. И это происходит массово. Да, массово, везде идет. А вот у нас прям по дозировке, вот Галина Анатольевна нам, когда в семинаре объясняет, если передозировку сделаете, вы повредите растения. Это самое главное. Например, литр больше не давайте. А то, как всегда, фермер всегда думает сделать лучше. И получается, Больше это лучше. да, больше дать, и получается, как всегда. Она Хуже. сгорает, или там остановка его рост. Так что вот в этом деле у нас порядок, да, сейчас у нас все в журнальчике, все как положено уже, как бы уже мы пограмотнее стали. Алмазбеке, насколько улучшилась, я понимаю, что улучшилась ваша работа, но насколько повысился ваш урожай в результате организованной работы? Да, вот раньше мы, например, на кукурузу сажали, мы получали по 5-6 тонн. Кукурузу получали, и у нас шапки летели вверх. Радовались? Радовались, да. А в сегодняшний день у нас до 15 тонн достигаем. Молодцы. Так что эффект есть. Я поэтому говорю, Байдыхан молодец. То есть программа поддержки фермеров, Очень, да, вот. она необходима, в принципе, каждому фермеру в нашей стране. Каждому, вот эти обучения, видите, вот как зимой нас собирают, на Новый год поздравляют, дух поднимают, и там вот в таком плане. Потом садимся, они объясняют, вот так. Учение там 3-4 часа, кофе дают, и там мы вообще с друг другом общение. Галина Анатольевна просто она устает отвечать на вопросы. У нас на местном уровне от государственного, скажем так, аппарата, да, какая структура ожидается, вот такая помощь, от какой структуры ожидается эта помощь? Ну, это прямая работа Минсельхоза. Наверное, на местах это работа руаров, да? Пайлок мыту. Вот такие специалисты бы пришли бы, собирали бы там несколько раз, уже эффект какой был бы. А также везде сейчас по старинке, где... Все сами по себе. Конечно. Не И хватает информации, да? Да, вот химия в землю идет страшно. Вот у нас тоже раньше такая песня была. Вот на сегодняшний день у нас четко пришли Байдыкан, все, как Галина Анатольевна, четко, если такие, когда на обучение мы проходим, мы уже знаем, так, Галина Анатольевна вот здесь говорила, вот дозировка, все, у нас все записано, мы сами работаем, а если не знаем, все, Галина Анатольевна звоним, она нам дозировку, вот именно вот это, все мы даем, четко все работает. И в Байдыкане именно качественные препараты, все, да? Любые, вот во всех отношениях у них. Значит, для повышения урожая, для повышения урожайности все-таки знание, информация – это тоже ключевое, да? Это не только семена, и не только препараты, не только земля и вода. Комплекс. Да, это значит, комплекс. как надо с этим совсем работать, да? Галина Анатольевна, как вот вас хватает, как у вас организована работа, как к вам можно обратиться? Потому что вот сейчас нас послушали, будут спрашивать, куда обращаться, как быть, да, как подключиться к такой системе управления своим фермерством. Ну, я думаю, что у нас существует в каждой области, у нас созданы группы Байдыкан, которая состоит из специалистов нашей компании и из групп фермеров. Я думаю, чтобы попасть в эту группу или получить наши консультации, им просто надо просто в интернете посмотреть, Facebook. У нас очень
средствах массовой информации. Просто нажать компанию Байдыкан. Там есть колл-центр, позвонить и сказать, каким образом можно получить консультацию. Те фермеры, которые уже в группах, да, они звонят мне и днем, и ночью круглосуточно, присылают фотографии, объясняют, что случилось, как помочь, что... Вот в таком плане. Поэтому надо обратиться в компанию Байдыкан и сказать, что у нас есть желание присоединиться, получить консультацию, как это можно сделать. Его включат в группу, которых у нас очень много. Спасибо. Мы Уважаемые поможем. слушатели, наши зрители, уважаемые фермеры, если вы тоже заинтересованы в том, чтобы качественно работать на своем земельном участке, чтобы получать с этого земельного участка хорошие доходы, но при этом не насилуя, да, скажем так, земельные ресурсы, природные ресурсы, то, пожалуйста, помните, что знание, информация – это очень важно. И вот компания Байдыкан, у них есть очень прекрасная просто программа поддержки фермеров, где вы можете получить и информацию, и семена, и вспомогательные препараты для поддержки стимуляции роста, да, и вообще полное сопровождение, скажем так, агросопровождение под ключ, да, под можно ключ, так назвать. Вам необходимо просто, наверное, в Гугле, в интернете и везде, на всех соцсетях вы есть, поискать компанию Байдыкан, и вы получите всю необходимую информацию, контакты, куда вы можете обратиться. Галина Анатольевна, вот сегодня у нас практически весь мир, да, идет в сторону, скажем так, зеленой экономики. Да. Потому что уже жизнь нас к этому вынуждает. Ресурсы ограничены, климат нарушен, какие-то биологические ритмы тоже нарушены. Назад этого уже не повернешь, надо уже просто адаптированно двигаться. Да? И в этом очень большая роль сельского хозяйства. И в попадании СО2 в атмосферу, да, и вообще много чего зависит от того, как мы ведем, оказывается, сельское хозяйство. Подскажите, можно ли вести, скажем так, рациональное сельское хозяйство, рациональное сельхозпроизводство без вреда экологии, применяя химические препараты? Как это возможно? Да, это возможно. Но возможно как-то, я говорю, это надо совмещать. Вот агротехнические мероприятия. Вот, допустим, у нас есть многолетние насаждения, вот сады. Агротехнически это просто всего-навсего осенняя уборка, убрать всю листву, зачистить, которая является источником инфекции. Весной также провести междурядную обработку, чтобы уменьшить запас вредных насекомых, запас болезней. Вот это уже одно из агротехнических мероприятий. Или также, вот как мы говорим о головневых заболеваниях, убрать пожнивные остатки, все это, которое чаще всего является источником инфекции. Это уже значительно снижает пестицидную нагрузку. Значит, на какой-то процент, уже на 10% мы можем снижать применение химических средств защиты. А что делают фермеры? Фермеры убирают остатки растений на полях обычно? Вы знаете, может быть, не всегда. Они кажется, оставляют, может, они оставляют, чтобы они перегнивали, да, они считают, что как это удобрение, как удобрение, да, но на самом деле, вот представьте себе там, где вот головня, это считайте, если эти пожнивные остатки, они остались в поле, это уже является источником инфекции. Там... Значит, поля, где были какие-то заболевания, их надо лучше подчистую, убирать? Да, это одно из главных агротехнических мероприятий, убрать пожнивные остатки, почистить и, пожалуй, по возможности там убрать там сжечь или, как-то утилизировать, да. Обычно сжигают, все берут, собирают и сжигают. Да, сжигают. Просто сейчас, видимо, может быть, жизнь такая, думает, я сохраню. И с одной стороны, да, кажется, там солома, пожнивные остатки, они улучшают структуру почвы, а с другой стороны, они являются источником инфекции. Тот же навоз, когда вот многие обращаются, говорят, мы внесли навоз, но тот же навоз, это является рассадником заразы. Он является рассадником, куча семян растений. Многие сорняки могут 10-20 лет семена находиться в таком состоянии покоя. И только они попали в благоприятные условия, они начинают прорастать.
Поэтому, да, здесь как-то надо все это грамотно к этому относиться. Может быть, почитать, может быть, обратиться в нашу службу. Потом я говорю о биологических методах защиты. В этом году, вы знаете, очень большие проблемы. Вот есть такой луговой мотылек. Это не только у нас. Вот российские средства массовой информации пишут, что это карантинный объект, очень опасный, многоядный, который повреждает кукурузу. И вот если фермер, знаете, если фермер обратил внимание вовремя, допустим, на яйцекладку, или начинается гусеничка, начинает кушать только, допустим, листочки объедать. Зерно. Да, а когда уже, вот как вы говорите... Да, у нас сейчас вот проблема, вот как раз я... Они обратились Вот сейчас уже... мы уже начали смотреть, вот я Галина Анатольевна говорил, да. я сейчас чуть это пропустил этот момент. И сейчас почти 50% на каждом зерне уже открываем, там уже сидит гусеница. Гусеничка Всё, и по кругу. объедает, да. Она мягкая, потихонечку она беленькая еще и начинает Зерно вот же есть. молочной спелости. Вы не заметили? Мы не заметили этот Вы и момент. не знали, потому что... Да, случайно открыли, хотели, наверное, попробовать Да. или что-то. И вот так увидели, аж испугались. И И вот что? Галина Что Анатольевна- делать теперь? Вот теперь... Ну, сейчас, видите, сейчас только в данном случае только единственные химические методы борьбы. Потому что сейчас уже поздно, гусеницы старших возрастов. А если бы если бы фермер обратил внимание, ну, может быть, обследовал свои поля, и обратил внимание в период яйцекладки, там тут бабочка откладывает яйца так аккуратненько, покрывает такой пенкой. Если в этот момент он выпустит, допустим, трихограмму, трихограмма отложит, накалывает яйца, откладывает туда яйца, которые просто, это паразит. Они не дают, яйца полностью погибают, они не дают развиваться следующей стадии вредителя. Или гавробракон тоже, да. Можно было применить биологический метод. Или есть бактериальные, вирусные препараты сейчас в наше время, которые поражают гусеницу. Поражают гусеницу, она просто болеет и в конечном итоге погибает. Это биологические Это методы. Да, биологические это уже, методы. оказывается, обязательной форме, Галина Анатольевна, Да. надо уже, его не надо ждать, и просто Да. трихограмму каждый год как положено. Как положено давать. Да, давать, Да. все. Не ждать ничего. Да. Потому что это вот уже Да, я началось. согласна. Да. Но просто, вы знаете, у трихограммы тоже очень короткий период жизни. Если вы выпустили трихограмму в тот период, пока еще не началась яйцекладка, она полетает и погибнет. А трихограмму надо выпускать в тот момент, когда началась яйцекладка. Значит, залогом успешного, скажем так, большого урожая, да, хорошего дохода является еще и своевременное обследование Обследование, полей. да, полей. Это очень Нужно важно. это прям вести в привычку, да? Диагностика, да, диагностика и обследование. По идее, ведь и раньше мы писали, когда в департамент химизации, мы издавали там такие справочники, прогноз вредителей, там, в зависимости от погодных условий. И станция защиты растений как-то должны ставить районные станции в известность фермеров, говорить, что так и так, у нас ожидается вспышка, будьте внимательны, обследуйте свои поля. Да. Вот. Грамотный подход получается. Грамотный подход, да. У нас, к сожалению, время подходит к концу. Мы видим, мы вроде бы только начали, Да. уже Да. передача закончилась, потому что тема, она очень актуальная. Очень. Тема актуальная для каждого региона, для каждого фермера. У каждого фермера есть свои болячки. Дорогие слушатели, дорогие фермеры, для того, чтобы помочь себе, себе надо самому что-то делать. Не ждать там каких-то готовых формул. Да? Нет готовых формул. Есть определенная последовательность организации работ, насколько я поняла, да, в Байдыкане, Да, очень. где необходимо, как же у нас говорят, конторга баргандай, да, как Да. ты ходишь работать в контору, да, там ты сидишь, пришел утром в 8, в 12 вышел, в час пришел, у тебя там есть регламент, да, то же самое работа фермера. Если вы хотите получать хороший урожай, беречь почву, да, здоровье почвы, вам необходимо вести журнал учета, получать своевременные знания, постоянно обновлять знания и не просто читать все это в интернете, а вот общаться в таком кругу, да, вот, который создается сегодня Байдыканом. Здесь, в этом кругу фермеров, специалистов обсуждаются все насущные проблемы современного кыргызстанского фермера, да, животновода, растениевода, делать своевременное обследование полей. Это как вот ходить на профилактику к врачу, да, там зубы раз проверить в году это обязательно. И, конечно же, вести журнал учета того, что вы выносите в почву, когда вы вносите. А без этого будет как
как обычно, да, как обычно сегодня происходит, потом мы жалуемся, что земля уже неплодородная. Галина Анатольевна, буквально полминуты сказать вам какое-то пожелание нашим фермерам. Ну что, я хочу пожелать фермерам всем богатых урожаев. Для того, чтобы все это было, пожалуйста, да, вы должны отнестись к этому более серьезно. Правильно, как сказала Бермет, должны быть записи. Сейчас очень много новых средств, биологические методы, химические, можно совмещать, контролировать. Наша компания Байдайкан и мы, и я лично всегда помогу вам, потому что это очень важно. Зачастую от химических, от вредителей, от болезней можно потерять 40% урожая. Поэтому будьте счастливы, живите долго, следите за своими культурами. И если будет богатый фермер, то будет богата наша страна и наш Кыргызстан. Да. Конечно, мы аграрная страна, и я всегда думаю, что у нас еще все впереди, мы можем развиваться и достигать больших, хороших урожаев. Спасибо большое. Совместно. Да, Алмазбеке. Ну, что я хочу сказать, вот фермерам совет хороший, надо учиться, надо подходить очень грамотно. Вот у нас в Байдайкане сейчас в Турузбайке уже мы потихонечку начали обучение, переход на органический, не отходить от химии, чтобы беречь, потому что у нас следующее поколение, если мы сейчас все повредим, следующее поколение, наши дети, как задумываемся вот так, что переходите потихонечку, учитесь, на органику будем переходить. Здорово. Удачи, спасибо большое. Здорово. Спасибо Байдайкану за то, что вы не просто продаете свои химикаты, да? Да. А вы хотите вообще-то уменьшить их применение. Да? Да. Спасибо огромное. Дорогие радиослушатели, сегодня и наши телезрители, сегодня мы говорили о том, можно ли самому фермеру выращивать своими силами, своими знаниями хороший урожай. Оказывается, можно, но необходимо выполнить определенные условия. Мы благодарим компанию Байдайкан, гостей сегодняшней нашей студии сегодня. И хотим напомнить, что компания Байдайкан поддерживает фермеров по всей стране. Вы можете ввести слово Байдайкан в интернете, очень широко распространенная информация имеется. Можете обратиться в компанию и получить все, что необходимо для вашего успешного фермерства. Мы желаем вам высоких урожаев. Спасибо, Байдайкан. Увидимся через неделю. Спасибо. Спасибо. Малчыға жайып, бағбанға бақ, дыйқанға дан, елге нан керек. Айылжарба тармағына бағыт берген Чарбачыл уктуруусу Марал радиосунда.